Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen... Праздничное мероприятие по случаю 41-й годовщины Исламской революции в Иране провело в Бишкеке посольство Исламской Республики Иран в Кыргызстане. В зал приемов иранского посольства, где состоялся праздник, были приглашены сотрудники Министерства иностранных дел Кыргызстана, ряда аккредитованных в Кыргызстане дипмиссий, представители госструктур и общественных организаций, бизнес-структур, а также сотрудники многих кыргызстанских и международных масс-медиа. Приветствую дорогих гостей, новоназначенный чрезвычайный полномочный посол Исламской Республики Иран господин Саид Харази отметил: для меня является большой честью в первые дни моей деятельности в качестве чрезвычайного полномочного посла Исламской Республики Иран принять вас, почетных гостей, годовщине победы доблестной исламской революции в Иране. Подчеркивая ценность политических завоеваний иранского народа, дипломат в частности отметил: одним из наиболее важных достижений исламской революции в политическом измерении является создание демократического строя, основанного на всенародной воле. По словам руководителя посольства Ирана в Бишкеке, принцип мирного осуществления лежит во главе угла внешней политики Исламской Республики. Всестороннее развитие отношений со странами Центральной Азии является одним из главных приоритетов внешней политики Ирана, и мы приветствуем любую инициативу по расширению взаимодействия и сотрудничества со странами региона. Иран стал одной из первых стран, признавших независимость Кыргызстана и установивших с Бишкеком партнерские отношения на основе исторических дружественных отношений и широкого культурного обмена между двумя народами Ирана и Кыргызстана. 12-е заседание Межправительственной совместной экономической комиссии Ирана и Кыргызстана было успешно проведено в декабре прошлого года в Тегеране с участием министров транспорта и экономики двух стран. Далее дипломат сказал: усилия уважаемых официальных лиц Кыргызской республики, особенно уважаемого президента господина Сооронбая Жээнбекова, наряду с содействием руководства Ирана по дальнейшему укреплению и расширению братских отношений, являются очень ценными, и я искренне благодарю за их усилия и поддержку. Заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Нурлан Абдрахманов поздравил своих иранских коллег с праздником от имени народа и руководства страны. Поздравляю вас и в вашем лице весь иранский народ с 41-й годовщиной победы Исламской революции. Сегодня можно с уверенностью сказать, что отношения между Кыргызстаном и Ираном, проверенные временем, достигли дружественного и доверительного уровня. Между нашими государствами нет разногласий. Кыргызско-иранское сотрудничество в рамках политического диалога, торгово-экономических связей и культурно-гуманитарной близости уверенно продвигается вперед. Кыргызстан высоко ценит сложившиеся отношения дружбы и взаимопонимания между нашими странами и народами. Сегодня Исламская Республика Иран является одним из ведущих центров международной экономики и политики, добавил заместитель министра иностранных дел Кыргызстана, поздравив участников мероприятия с 41-й годовщиной Исламской революции в Иране. В посольстве Узбекистана в Кыргызской республике состоялась церемония вручения специального кубка и диплома, адресованных президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву по случаю присуждения ему звания «Человек 2019 года». Специально для принятия диплома от общественного экологического движения «Алато» Аим Дары по поручению президента Узбекистана из Ташкента прибыл первый заместитель министра иностранных дел Республики Узбекистан Ильхом Неймаматов. За придание названия улицы в Ташкенте имени Чингиза Турукуловича Айтматова за вклад в решение приграничных вопросов между Кыргызстаном и Узбекистаном в духе братства и добрососедства, за проявленные способности эффективного менеджера в 2019 году, а также за другие благородные дела в прошедшем году звание «Человек 2019 года» присуждается президенту Узбекистана Шавкату Мирамоновичу Мирзиёеву, сообщила руководитель общественного экологического движения «Алато» Аим Дары Джипаргуль Бергибаева при вручении специального диплома, кубка и медали, адресованных президенту Узбекистана. Заманыбыздын залкар жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун атын түбөлүккө калтыруу максатында негизги көчөнүн атын бергендигинен тышкары көптөгөн иш-чараларды өткөзүп, келечекке кайдыгер карабастан кемеңгер жетекчи экендигин айгинелей алгандыгы үчүн Өзбекстан, Кыргызстан мамлекеттин ортосунда чек ара маселесинде эки бир туугандын пайдасына чечүүдө
көзөм саясатчы катары көпүрө болуп алгандыгы үчүн 45 күндө Манас айылын шаарга айлантып, карапайым элдин жүрөгүнөн орун табып, заманбап мен жер экендигин айгинелей алгандыгы үчүн Өзбекстан Республикасынын президенти Мирзоев Шавкат Миромонович кемеңгер жетекчи, көзөм саясатчы, заманбап мен жер экендигин баалап, 2019 жылдын жыйынтыгынын алкагында жыл адамы деп тааныйт жана сыймыктануу менен жарыялайт. Ала Тоо айымдар коомдук экологиялык кыймылы Өзбекстан Республикасынын президенти Мирзиёев Шавкат Миромоновичке Ала Тоо мырзасы деген медалын ыйгарды. Урматтуу Шавкат Миромонович, сизге чын ден соолук, узун өмүр, бакыт таалай жана жеке турмушуңузда, үй бүлөңүздө албан ийгиликтерди каалап кетүүгө уруксат этиңиздер. Ошондой эле бул статуэтканы тапшырып коюуга уруксат этиңиз. Жана ошондой эле президенттин өзүнө бересиз. Я сегодня здесь по поручению уважаемого президента Узбекистана Шавката Миромоновича Мирзиёева в Бишкеке. Доброе утро, уважаемый Жибаргуль Мухтаровна. Доброе утро, дорогие наши уважаемые гости и участники сегодняшнего мероприятия, прекрасного мероприятия. Я очень рад сегодня в Бишкеке находиться. Я много раз бывал в Бишкеке. Бишкек очень красивый город, чистый воздух, хорошие люди, добрые, наши братья. Я искренне от имени президент меня лично поручил выразить глубокое уважение всем женщинам, не только вот этого движения, а всем женщинам Кыргызстана свое глубокое уважение и выразил благодарность всем вам за то, что вы вот здесь вот Ала Тоо, ну как называется, Ала Тоо дамы, да? Дамы Ала Тоо, да, дамы Ала Тоо, это фонд, это экологические движения, значит, приняло решение назвать президента Узбекистана Шавката Миромоновича Мирзиёева годом человека 2019 года. Поэтому он просил передать глубочайшее уважение всем вам, искреннюю благодарность от его имени. Он принял это с большим одушевлением. Конечно, это очень большое мероприятие, это очень для нас, для нашего президента, для Узбекистана, для народа Узбекистана большая честь. Потому что такие уважаемые люди, такие уважаемые женщины, дамы Кыргызстана, соседи нашей страны, близкой страны, значит, если присудили такое звание человеком года, значит, у нас что-то хорошее происходит на Центральной Азии и в отношениях Узбекистана и Кыргызстана. Конечно, вы знаете о том, что сегодня наши отношения переживают самый такой высокий подъем, благодаря вот политической воле, твердой политической воле президентов, уважаемых Сооронбай Шариповича Жээнбекова и Шавката Миромоновича Мирзиёева, сегодня узбекско-кыргызские отношения приобрели, я хочу сказать, устойчиво растущий характер. Беспрецедентный рост товарооборота. Укрепляется политический диалог между нашими президентами. Они постоянно встречаются на двусторонней основе и в рамках многосторонних различных организаций. И сегодня Узбекистан, Кыргызстан переживает очень хорошие, дружеские, добрососедские отношения. Мы вот открыли границу, буквально вот сейчас Жибаргуль Мухтаровна сказала, что вот мы в 2017 году во время государственного визита президента Узбекистана в Бишкек подписали границу, договор о границе, где мы оформили 1170 километров нашей границы. И с тех пор снято все ограничения со всех границ. Значит, сегодня, если раньше, где-то 5 лет тому назад пересекали наши границы где-то около
200-300 человек в день, сегодня пересекает обычные дни более 30 тысяч граждан. А суббота-воскресенье вообще много. Созданы благоприятные условия для взаимовыгодного сотрудничества. Сегодня товарооборот между Узбекистаном и Кыргызстаном уже перевалило 800 миллионов. Я думаю, скоро мы достигнем ту задачу, которую перед нами президент ставит, президент Кыргызстана, президент Узбекистана. Наверняка мы достигнем уже миллиардный уровень между Узбекистаном и Кыргызстаном. Я хочу выразить еще раз от имени нашего президента Шавката Миромоновича Мирзиёева глубочайшее уважение вам, всем женщинам Кыргызстана, всем дамам Кыргызстана за то, такое высокое звание, которое вы присудили нашему президенту, назвав его годом человека в 2019 году в Кыргызстане. Кыргызстан, еще раз хочу сказать, это наш самый близкий сосед. С Кыргызстаном у нас, как говорят, суымыздан бар, мазарымыздан бар, tilimiz bir, dinimiz bir. Shuning uchun ham men juda ham xursandman mana shu shunday bir obro'lik ekologik harakati bizni hurmatli prezidentimizni Qirg'izistonni 2019-yilda eng buyuk insoni deb qabul qilganlari uchun juda katta rahmat sizga. Tashakkurlar bildiramiz. Mana shu prezidentimiz nomidan menga shaxsan topshirdilarki, ana shu hurmatli prezidentimiz Shavkat Miromonovich nomlaridan maxsus sovg'a topshirishga ijozat bergaysiz. Mana bu Samarqand Регистона. Напомним, в январе этого года экологическое движение «Алато Аимдары» объявило о присуждении звания человека 2019 года президенту Узбекистана Шавкату. Миргуль и Гульнара – соседки. Они обе отличные домохозяйки и всегда заботятся о благополучии дома. Они обе экономят семейный бюджет, но по-разному. У каждой из них сегодня вечером будут гости. Но вернувшись, Миргуль обнаружила в своей пачке чая приличный недовес. А Гульнара уже уверенно ставит чайник. Миргуль бежит к своей соседке Гульнаре за чаем. И Гульнара с удовольствием делится чемпион Кения Сансет. Ведь чай чемпион Кения Сансет – это не просто хороший чай, а всегда правильный и точный вес в каждой пачке. Чемпион Кения Сансет всегда точный чай. Состоялось расширенное заседание исполнительного бюро Международного общественного объединения «Генералы мира за мир». Открывая заседание, президент объединения генерал-майор Анатолий Скаргин сообщил подробно о поездках и встречах, прошедших в разных странах мира. Также состоялось избрание и утверждение в должности вице-президентов объединения: Такырбашева Кенджибека Авасовича, курирующего экономические вопросы и банковскую сферу, и Хавратова Андрея Федоровича, курирующего весь инвестиционный блок от образования через Академию частного инвестора до практической реализации инвестиционных проектов. Также были обсуждены подписание договора о сотрудничестве с Евразийским инвестиционным союзом и первый совместный проект награждения фронтовиков, участников Великой Отечественной войны, денежной премии проживающих в республиках бывшего Советского Союза. Стало известно, что Международное общественное объединение «Генералы мира за мир» запустило еще одно движение – это криминальная полиция за мир. Руководителем новой структуры назначен полковник милиции Джаныбаев Джамбылбай Казакбаевич, экс-руководитель главка уголовного розыска МВД Кыргызской Республики. Генерал-майор Анатолий Скаргин отметил качество руководителя нового направления. По его словам, Джаныбаев Джамбылбай очень ответственный и активный человек с большими организационными возможностями. Его можно отнести к Золотому фонду Кыргызстана. Сегодня немного людей с активной жизненной позицией. Таких мы должны привлекать в наше движение, подчеркнул Скаргин. Кроме того, на заседании состоялось награждение миротворцев медалью «Голубь мира». Высокую награду получили Мишиди Гасанлы Рамис, Джайчиев Джаныбек, Петрос Шагинян, Али Вадянов. Медали «Голубь мира» Мишиди Гасан Алы Рамиза.
Рамис, наш дорогой руководитель, руководит движением «Журналисты мира за мир». Создали мост дружбы. Я очень рад, что мы с ним познакомились, общаемся. Сегодня уже весь мир узнал о нашей деятельности благодаря его каналу. Рамис, и эту возможность я поручаю генералу Афганистана вручить награду генералу Абдул-Вакилю, генерал-лейтенанту Абдул-Вакилю. Генералы Афганистана не на словах знают, что такое война. И традиционное слово нашему руководителю движения «Журналисты мира за мир». Служу миру. Всегда готов. Удачи нам и всем здоровья. Спасибо. Спасибо большое. С самого начала поддержала нашу идею. Они много сделали. После нашей встречи они запустили как раз мост дружбы, ТВ-программу, журнал, программу радио, телевидение. Поэтому все, что от них зависит, они практически, как немцы говорят, все, что от нас зависит, мы будем делать. Вот они как раз делают. Огромное вам спасибо. Мы говорим о дружбе, о мире, о согласии. Наша уже программа, наша деятельность уже 20 лет занимается об этом. Говорит о межнациональном согласии, о этническом согласии, которое сегодня и многие случаи доказывают, что действительно это очень нужная тема. Сегодня мы нуждаемся, чтобы мы были в дружбе и согласии жить. Ну, когда мы показываем такие фильмы, готовим такие программы, пишем о дружбе, о межнациональном согласии, мы что все-таки мы на правильном пути. Все-таки мир не без добрых людей. Действительно, в вашем лице сегодня во всем мире заявлено, что генералы мир за мир – это нужная вещь, в которой сегодня нуждаются люди. Я думаю, что мы должны, сидя не только здесь, даже в кухне, в каком-нибудь мероприятии, пусть даже на свадьбе, говорить о таких вещах, которые воспитывают своих детей. Не сверху смотреть на другую нацию, как титульную нацию или какую-то, а смотреть всем одинаково, делить на религию, на расу, на цвет кожи, где он живет, в каком территории живет, в каком географии живет. Это не главное. А главное – воспитывать своих детей. Я считаю, что она начинается с семьи, в первую очередь. А говорить об этом надо в своей семье, каждому своему ребенку, каждый день из дома выходя, не убивай, не воруй, не обижай других. Жизнь доказывает, что именно семья и школа воспитывает будущее поколение. Я прошу всех, везде, где бы ни сидели, сеять семена дружбы. Действительно быть послом мира в этом мире. Потому что после нас останется только наши добрые имена, как вы и заметили, как мать Тереза. Многие есть олигархи, многие, они действительно, может, иногда даже напоминают их не с добрым словом. Потому что где олигархи, ну, я не всем, конечно, есть и криминальные стороны, есть и все другие, которые мы все знаем. Но когда мы говорим о мире, это говорит о нашем духовном нравственности, духовном состоянии души. Мы все с вами, может, недостаточно помогаем, как положено, но я думаю, что улучшится с нашей стороны тоже. И желаем вам всем за то, что сегодня здесь есть. Вы носители добра и мира. Спасибо вам всем большое. На встрече также был обсужден самый главный вопрос – участие в саммите мира в Москве 21 октября этого года. Анатолий Александрович, мы от имени наших телезрителей поздравляем вас. Расширяемся. И вы на днях встретились с послом Беларуси и временных поверенных делах Узбекистана. Речь о чем шла там в ваших встречах? Можете сказать? Да, конечно. Речь шла о работе нашего движения, Международного общественного движения «Генералы мира за мир». Я им рассказал
подробно, чем мы занимаемся, какие наши цели, задачи. А цели, задачи у нас укрепление мира, дружбы и взаимопонимания между народами. А как раз этими целями все послы обязаны заниматься, в принципе. Ну и второй вопрос, который я поднял, это празднование 9 мая, 75-летия победы над фашизмом. В этом плане мы с одним союзом инвестиционным решили каждого фронтовика наградить премией 75 тысяч рублей в честь 75-летия. Мы получили полную поддержку от посольств, и они сказали, что они готовы нам всячески помогать, содействовать. Ну, естественно, конечно, я сказал о том, что мы собираемся проводить саммит мира в Москве в октябре 2020 года. Как раз мой следующий вопрос этот был. Готовимся, да? Да, готовимся. Готовимся. Сегодня исполком, как раз сегодня же заседание нашего исполкома. Мы доложили о тех планах и задачах, которые перед нами стоят, потому что мероприятие очень серьезное. Это как бы наш экзамен на зрелость, потому что мы такого крупного мероприятия не проводили. И благодаря нашим соучредителям, нашим партнерам из новой экономической эволюции мира, мы готовимся к этому мероприятию, что на это мероприятие приедут представители из 30 стран мира, где уже создаются национальные секции для юридической регистрации. Я надеюсь, что мы 5 миллионов человек в ближайшее время соберем, потому что у нас глобальные амбициозные планы, которые мы обязаны выполнить перед человечеством, потому что от этого зависит судьба не только нас, не только наших семей. От этого зависит судьба всех людей на планете Земля и нашей вообще системы, экосистемы. Поэтому каждый человек должен думать об этом и частицу своего времени вкладывать в это движение. Мы надеемся, этот международный саммит мира будет задействовать, как на своем выступлении генерал из Афганистана сказал, что с 40 точек мира идет сейчас война. Может задействовать этот саммит? Я думаю, что то настроение... Хотя бы немножко. Я думаю, что то настроение, которое каждый получит, заряд позитивной энергетики, он будет менять структуру нашего общества. Тех людей, которые агрессивно сегодня настроены, мы будем через нашу позитивную энергетику будем менять структуру. Поэтому я нисколько не сомневаюсь, что это повлияет сильно. Вам спасибо. Сегодня мост дружбы. Вы наградили меня медалью генерала мира за мир. Спасибо вам. Рамис, я хотел добавить, что вот наша медаль называется «Голубь мира», потому что во всех религиях, во всех национальностях птица-голубь является символом мира. Да. И поэтому я нисколько не сомневаюсь, что вы огромную большую работу уже делаете. Вот ваш мост дружбы сегодня уже смотрят миллионы людей. Миллионы людей, и это действительно хорошая, настоящая, позитивная программа. Людям уже надоели насилие, жестокость, убийство, кровь. Да. А то, что вы показываете в своей программе, люди с огромным удовольствием смотрят. Поэтому ваша заслуга большая в нашем деле. Поэтому я желаю вам успехов творческих и наших мирных побед. Спасибо. Спасибо. Уважаемые дамы и господа, хочется начать со слов матери Терезы, лауреата Нобелевской премии мира. Нам не нужны ружья и бомбы. Чтобы победить зло, нужны любовь и сострадание. Если задать вопрос любой аудитории, вы за мир или за войну, 99% людей отвечают «за мир». Тогда почему военные конфликты все больше разгораются на Земле? Терроризм обрел ужасающие масштабы. По докладу ООН, жертвами вооруженных конфликтов становится около 300 детей в день. В среднем 100 тысяч детей ежегодно умирают от военных действий. Я думаю, что все женщины мира поддержат идею «за мир». Не для того они рожают детей, чтобы отдавать их в костер войны. Вопрос, что делать? Руководители стран ядерных держав не могут прийти к дружественному соглашению. ООН, к сожалению, не справляется с возложенной задачей. Изобретаются все новые формы разрушительного оружия, способные уничтожить все человечество на Земле за несколько часов. Ответ есть. Создать единую площадку для объединения всех людей на планете, желающих жить в мире и согласии, строить мосты дружбы.
в спорте, науке, культуре, бизнесе, создавать секторальные движения «Дети за мир», «Молодежь за мир», «Космонавты за мир», «Писатели за мир», «Журналисты за мир», «Бизнесмены за мир» и так далее. Такая площадка создана, и она называется «Международное общественное объединение «Генералы мира за мир», созданное в конце декабря 2011 года в Кыргызской республике. Основная цель деятельности – это укрепление мира, дружбы, взаимопонимания между народами и патриотическое воспитание молодежи. Сеять кругом мир – это благое дело. Перед началом деятельности мы получили письменное благословение от руководителей всех основных религиозных конфессий, представителей христианства, православной и католической церквей, Духовного управления мусульман Кыргызской республики, еврейской религиозной организации и буддийских монахов. Прошедшие 8 лет стали первым этапом становления объединения. Образно говоря, залили твердый фундамент для строительства нашего дома. Созданы все атрибуты международного объединения – герб, флаг, гимн. Самая первая задача в любом проекте – это стать узнаваемым. А на глобальном уровне эта задача архисложная. Мы провели несколько глобальных мероприятий. В 2014 году совершена экспедиция на Северный полюс, где был водружен наш флаг как символ мира и стабильности. В том же году мы участвовали в городе Сеул, Южной Кореи, в международном саммите «За мир», где участвовали представители из 120 стран. Получили поддержку писателей из более 30 стран во время проведения литературного форума в Бишкеке, Алматы, Лондоне, Стокгольме. В 2015 году флаг объединения отправился в космос на МКС и облетел вокруг земного шара 5500 раз. Активно работают секторальные направления. Спорт во имя мира. Во многих школах созданы уголки миротворцев. Под Санкт-Петербургом активно работает патриотический воспитательный центр молодежи. Активно работает женское движение «За мир». Кто, как не женщины, должны объединиться и сказать «нет» войне. 30 марта 2019 года в городе Алматы подписан договор с Академией частного инвестора. На должность председателя Мининвестиционного совета Международного объединения «Генералы мира за мир» назначен Хавратов Андрей Федорович. 30 марта войдет в историю нашего объединения как точка отсчета новой экономической программы по финансированию наших идей. Каждый человек, гражданин нашей планеты, может обучаться новым современным технологиям получения доходов, инвестированию и получению прибыли в современных условиях ведения бизнеса. Мы нанесем мощнейший удар по терроризму, мошенничеству, преступности. Сможем позитивно влиять на негативные процессы. Наступило время понять и осмыслить наше будущее. Материальное перестанет противопоставляться духовному. Прежняя эпоха исходила из модели нужды и рождала стратегию получения, добывания, конкуренции и борьбы. Новая эпоха рождает модель процветания. Жизнь основывается на законе притяжения равного партнерства, почитания индивидуальности и способности каждого служить великому целому. Поэтому сегодня обучение и самообразование становятся на порядок более актуальными задачами, чем вчера. У нас строится новая система подготовки просветленного общества. Каждый человек имеет возможность жить в мире и согласии, быть физически здоровым и материально обеспеченным. Для этого надо иметь силу воли, обучаться и становиться современным человеком. Наш миротворец обязан быть счастливым, а значит и здоровым, и материально обеспеченным. Остановите на минуту бег своих мыслей. Подумайте о мире, о справедливости, о нашем общем будущем. Жизнь в мире должна стать достоянием всех живущих на нашей прекрасной планете. Мир – это самая главная ценность в нашей жизни.
организаций, представляющих город в разных провинциях, народные танцевальные коллективы из разных стран и провинций, а также специально приглашенные гости, ученые, историки и журналисты из Кыргызстана, Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Турции и приглашенные гости посетили могилу Деде Коркут и прочитали молитву. Уважаемые телезрители, сейчас мы находимся в могиле Деде Коркут. Общее наследие тюркского мира Деде Коркут, эпические сказания и музыка, как многонациональное произведение, было представлено в список культурного наследия ЮНЕСКО от Турции и был включен как 17-й элемент. Деде Коркут, эпические сказания и музыка, как многонациональное произведение, было подготовлено в модераторстве Казахстана и с участием Азербайджана и Турции. Деде Коркут сотни лет является носителем общего культурного наследия тюркского мира, сформировавшейся вокруг легенд, сказок и музыкальной традиции, и продолжает жить по всей стране, в том числе на северо-востоке Турции. Культура Деде Коркут, состоящая из таких ценностей, как легенды, сказки и музыка, передаваемые из поколения в другое поколение, с одного языка на другой, сохраняет жизнеспособность культурной памяти Турции. Это способствует укреплению культурной связи между прошлым и настоящим, продолжению культурной преемственности, чувством принадлежности и самобытности. Наследие Деде Коркут, чье накопление и ценности переходят границы, чрезвычайно важно как объединяющий элемент в тюркоязычных странах. Я приехал из Кыргызстана в Турцию для участия в форуме, 25-го форума, посвященный эпосу Деде Коркут. Этот эпос является достоянием всех тюркских народов. Однако на кыргызском языке он читается только с 2000 года. В конце 20 века мне попала книга Китабы Деде Коркут на азербайджанском языке, и там еще транскрипция оригинала. Из этого я перевел на кыргызский язык, который был издан в 2004 году. Вот как раз древнетюркский этот эпос объединяет всех современных тюркских народов, потому что там обычай одинаковый, там и предметы
предметы тоже одинаковые. Например, Деде Коркут – это мыслитель древних оғузских тюрков. Он играет на комузе. В оригинале кобуз написано. И хомуз в современном в современное время в кыргызском народе сохраняется. Такой же народный инструмент. Вот это вот такие слова, как хомуз, и еще чечек, и еще эв диктирмиш, дом посадили. Вот такие слова употреблялись где-то 1800 лет тому назад у всех тюркских народов. А эти слова сохранились в кыргызском языке. Поэтому мы считаем, что этот эпос объединяет всех современных тюркских народов. Эпос Деде Коркут, сформировавшийся вокруг легенд, сказок и музыкальных традиций на протяжении сотен лет, является носителем общего культурного наследия тюркского мира. Культурное достояние Деде Коркут, передаваемое из поколения в поколение, с одного языка на другой, сохраняет жизнеспособность культурной памяти тюркских народов, что способствует укреплению культурной связи между прошлым и настоящим, продолжению культурной преемственности, чувством принадлежности и самобытности. Наша коллега из Туркменистана отмечает, что Деде Коркут был прославлен и освящен в старых эпосах огузов. Он полулегендарный мудрец, который очень хорошо знает традиции светской и традиции степной жизни, а также защищает племенную организацию различных тюркских племен. В исторических источниках и различных огузских повествованиях его иногда называют Коркут, а иногда Деде Коркут. Народные повествования, выявленные в бассейне реки Сырдарья, представили его как Бакси, в то время как в письменных источниках огузов его представили как визиря и советника правителей. Считается, что в период, когда огузы приняли ислам, он был священником, а в процессе распространения ислама по всему региону современных тюркоязычных стран Деде Коркут был объявлен святым. Агентство развития Северо-Восточной Анатолии специально для журналистов тюркского мира организовали посещение достопримечательных мест провинции Байбурт. Представитель этого агентства Фатех Балтаджи сказал, что сейчас находимся на водохранилище Демир-Озу. Провинция расположена на 1500 метрах над уровнем моря. Квадратная площадь Байбурта составляет 3652 километра. Рельеф этой местности состоит как бы из трех частей: равнина на западе провинции и две горные долины, образованные рекой и близлежащими районами на востоке Байбурта. Вообще Байбурт расположен на историческом отрезке Шелкового пути. Это место между Трабзоном и Эрзурумом, которое связывает Черное море с Восточной Анатолией. По этому пути прошел сам Марко Поло и путешественник с турецкими корнями Эвлия Челеби. История жизни провинции начинается от III века до нашей эры. И журналисты тоже не остались в стороне. Здесь, в каюте, они также продемонстрировали единство.
Кстати, найденному на юго-востоке Турции подземному городу Байбурт по самым скромным подсчетам дают 3000 лет. Первые раскопки этого святилища археологами начались еще в далеком 1988 году. Сегодня подземные коммуникации до сих пор изучаются учеными. Несмотря на то, что с момента обнародования информации о Байбурте прошло около 30 лет, двери античного мегаполиса открылись для путешественников только с недавних пор. Туристы приезжают сюда со всех континентов, чтобы своими глазами посмотреть на древние пещеры, стены которых украшены наскальной художественной живописью, античное жилье первых поселенцев Байбурта и гробницы правителей античного мира. Все эти невообразимые чудеса сокрыты под землей. Площадь подземного города очень большая, для туристов открыт примерно километровый маршрут, остальная территория подземного царства является закрытой зоной. Ученые отмечают, что древние инженеры, которые возводили это место, были настоящими мастерами своего дела. Город обустроен очень сложной системой вентиляции и водоснабжения. На тот период времени Байбурт был самым передовым в плане технической сложности архитектурным сооружением. Планируется, что в этом году подземный город примет около 100 000 туристов.